Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Так, сегодня 25 июля 2025 года, 17 часов по Берлину, 18, соответственно, по городу Джахару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую, сердечным образом. Сегодняшний свой стрим я назвал, сейчас, одну секунду, здесь нужно все настроить. Я назвал США, Япония и Канада тренируются брать Сахалин и Арктику. Об этом и многом другом давайте поговорим. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь. Что еще? Ну и сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки. Ликвидировано и ранено 980 боевиков, 3 танка уничтожено, 5 боевых бронированных машин, 31 артиллерийская система уничтожена, 2 антиаэркрафт системы, 196 БПЛА сбито, 2 крылатые ракеты уничтожено, 76 автомобильной техники и цистерн также уничтожены, с чем я вас всех и поздравляю. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья. Слава Украине и слава ЗСУ. Так. Друзья, вы, наверное, помните мой текст по поводу Сибири и Дальнего Востока, которые должны прибрать к своим рукам китайцы. Теперь речь уже идет о Японии, о Курилах, о Сахалине и о Арктике, которую тоже будут забирать. Также мы сегодня обсудим про Кавказ, про Малый Кавказ, в том числе, и, конечно же, Калининград, который также будет отобран. Так, я тут, по-моему, что-то где-то потерял, да. Ну да ладно, потом вернемся. Шамиль, приветствую тебя. Так, друзья, всех приветствую. Ну, давайте поговорим сперва о Курилах, Японии и так далее. На данный момент, сейчас, с 9 июля по 4 августа проводятся масштабные учения, крупномасштабные учения США вместе с Японией под названием Resolute Force Pacific. В июле 2025 года Россия выразила протест по этому поводу. Эти учения вызвали обеспокоенность Москвы, которая расценивает их как провокацию и угрозу своей безопасности. Основные участники учений – это США и Япония, с возможным привлечением других союзников, таких как Канада, как это было в предыдущих учениях,
Официально маневры направлены на улучшение взаимодействия, усиление возможностей сдерживания и реагирования в условиях, имитирующих боевые действия. Однако в заявлениях военного руководства США и Японии подчеркивается, что учения проводятся в ответ на возросшую активность России в сфере обороны. Учения проходят в Тихоокеанском регионе, вблизи российских дальневосточных границ, включая районы, прилегающие к Курильским островам. Точные координаты не уточняются, но акцент делается на близость к российским территориям, что усиливает напряженность. Учения включают участие воздушных сил обороны Японии и вооруженных сил США с акцентом на отработку совместных операций, вероятно, включая воздушные и морские маневры. Предполагается использование военных баз, а также, возможно, гражданских объектов, таких как аэропорты и порты, как это было в планах учения Kingsword-25 в 2024 году. Фашистский МИД России заявил о решительном протесте и пообещал адекватные контрмеры. Это может включать усиление военного присутствия на Дальнем Востоке, в частности, укрепление Тихоокеанского флота и береговой обороны на Курильских островах, Сахалине и Камчатке. Так, политический фон. Учения проходят в условиях осложнения отношений между США, Японией и фашистской Россией. Япония официально претендует на южные Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамай, перешедшие к СССР после Второй мировой войны. США поддерживают позицию Японии, не признавая суверенитет России под этими территориями. Россия рассматривает такие учения как часть стратегии НАТО и США по сдерживанию России и Китая на Дальнем Востоке. Вот такие вот дела, друзья, происходят. По всей видимости, речь идет не только о Курилах, но также идет и речь об Арктике, о которой много говорят. И, по всей видимости, Россию будут выдавливать из Арктики в том числе. И, конечно же, японцы, канадцы преследуют свои цели. Для японцев это, конечно, в первую очередь Курилы, острова Курильские. И для Канады это, конечно, в первую очередь Арктика. Соединенные Штаты Америки могут вести боевые действия, либо наблюдения, либо какие-нибудь давления на Россию с Чукотки, то есть со своей Аляски на Чукотку. И это говорит о том, что у России большущие проблемы начинаются не только в Калининграде, как мы уже знаем, про Калининград представитель натовской группировки в Европе сказал, что, точнее, командующий натовской группировкой в Европе, что у них все готово для того, чтобы взять Калининград. Ну, это, я думаю, не составит никакого труда. Я думаю, поляки, немцы, литовцы смогут очень легко освободить бывший Калининград, который будет, наверное, называться по-другому. Так, дальше. Такая же ситуация для России и на территории Малого Кавказа или Закавказья, где находится так называемый Зангезурский коридор. Это концепция транспортного коридора через
Сюнюкскую область Армении, который должен обеспечить беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана, его эксклавом Нахичевань, а также соединить Турцию с Азербайджаном и далее с Центральной Азией. И дело в том, что на вот этот Зангезурский коридор претендуют как Азербайджан, Турция, так теперь и Соединенные Штаты Америки. И по всей видимости вопрос уже решен, раз это уже стало достоянием общественности. Зангезурский коридор будут контролировать американцы. То есть на территории Малого Кавказа, в частности в Армению, приходят Соединенные Штаты Америки, и будет установлена база вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. С чем я вас всех, друзья, поздравляю. Наконец-то на Кавказе восстановится справедливость. Ну что ж, пока на Закавказье или же на Малом Кавказе, пока идут эти события, Курилы тоже сейчас происходит, наблюдаем за учениями. Ну и Калининград наш скоро будет. Как-то так дело. Ха-ха-ха, справедливость. В смысле, что ты имеешь в виду, Дауд? Что ты имеешь в виду? Смешно. Что ты подразумеваешь под тем, что это разве не справедливо, если Россия вернет все оккупированные территории, чужие территории? Правильно же? Мне кажется, будет справедливо не только если она их вернет, еще если она заплатит за это, за все. Будет очень хорошо и правильно. Ну, видишь, Дауд, ты подхолопный. То есть ты уже смирился с тем, что ты раб России. Понимаешь? Поэтому ты считаешь, что там, Америка, там какая-то справедливость. Я говорю про Россию, а ты заходишь и про Америку говоришь. Это говорит о том, что ты раб. Раб России. Причем, если бы ты был бы рабом какой-нибудь Британии, Великой Британии, тебя можно было бы понять. Но ты раб холопской России. Раб страны, где человеческая жизнь не стоит ничего. И сами русские для ее власти представляют ровным счетом тоже, что представляли себя 160 лет назад, когда было так называемое крепостное право. Не знаю, как у рабов бывает, какие права бывают, но вот так вот. И ты подхолопный, Дауд. Представь себе, насколько. Если бы ты был бы чеченцем, то ты был бы позорным подхолопником. Ну, ты, я полагаю, какой-то кавказец и просто подхолопный. Ну, поздравляю тебя. У тебя отличная должность. Отличная у тебя должность, да? Так, как там дела у Кадырова? Он еще там не помер, говорит крестоносец. Крестоносец. Ну да, есть такая информация, что Рамзан купался где-то в Турции, ему стало плохо, и его отвезли в больницу. И знаете, что мне пришло в голову, как только я услышал эту новость? Пришло в голову, и я знаю, что они смотрят мои все стримы, что они услышали о том, что я говорю, что Рамзана Кадырова травят. Федеральная служба безопасности фашистской России своего агента, потомственного агента Рамзана Кадырова, на мой взгляд, травит, как она травила Брежнева, как она других травила, чтобы управлять этими людьми. И я считаю, что Кадырова травят. И я об этом говорил. И по всей видимости, вполне возможно, я еще это не утверждаю, но вполне возможно, Кадыров, полетев в Турцию под каким-то благовидным предлогом, напросился искупаться в море и пошел купаться и имитировал, что ему стало плохо, чтобы попасть в турецкую больницу. Это говорит о том, что Кадыров думающий человек, хоть и находится под давлением, и правильно сделал. Я тебе советую, Кадыров, Рамзан,
вообще не возвращаться из этой турецкой клиники и оттуда же сразу перебраться по программе защиты свидетелей в Америку. Сомневаюсь, что ты это сделаешь, но все равно, я думаю, ты теперь точно узнаешь, какой диагноз у тебя есть, потому что ты попадешь в турецкую больницу. Это хорошо. Это хорошо. Вот что я подумал по поводу. Россия никогда не уважала своих агентов, никого, кого она оккупировала, кого она закабалила. Поэтому не верьте фашистской русне, понимаете? Шалом алейхум, слава Украине. Героям слава, шалом, Эркин. Что думаешь, конфликт между Таиландом и Камбоджей? Ничего не знаю, Эркин. Я только вот видел кадры, вообще ничего пока не знаю по этому поводу. Салам всем свободным людям, салам, брат Астан. Валейк салам, Эд. Витаю тебя, дорогой. Так, Калининград исторически немецкая земля. Лучше передать Германии, а там может и часть Чехии и Польши. Ну, историческая она или немецкая или нет, немцы ее оккупировали. Посмотрим, чья она, решат историки. Да уже решили, я думаю, Калининград уйдет кому нужно. Зангезурский коридор – это потеря контроля России над Южным Кавказом. Ну, я слышу в последнее время часто Южный Кавказ, Южный. Мне советский термин «Закавказье» больше нравится, если честно. Азербайджан не может, имеет отношение к Южному Кавказу, как и Грузия, а Армения какое отношение имеет к Южному Кавказу? Поэтому Армения – это Закавказье или Малый Кавказ. Но потеря контроля, да, это происходит. Ну, не только, знаете, потеря контроля на Закавказье или же там, Малом Кавказе. Потеря контроля России происходит повсеместно. И на всем Кавказе, я думаю, тоже это произойдет. Как-то так. Посмотрим. В данный момент идет совместное учение грузинской армии и НАТО. Только мы не Малый Кавказ. Андро, вы-то Кавказ. Вы и есть Южный Кавказ, южная сторона Кавказа. Вы и есть Кавказ. Азербайджан, Грузия – это южная сторона Кавказа. Северная сторона Кавказа – это вот наша сторона. И часть тоже Грузии, кстати говоря, которые переходят. Но Армения не относится к Северному Кавказу, ни к Южному Кавказу. Она относится к Малому Кавказу или к Закавказью. Я это почему говорю? Мне армяне всегда говорили, что они не кавказцы. Я поэтому говорю. Мы сейчас не должны менять взгляды только потому, что поменялась геополитическая обстановка в мире. Понимаете? Я с большим уважением отношусь к армянам, но все равно справедливость есть справедливость. Парламент Армении после подписания мирного договора с Азербайджаном подает заявку вступления в Евросоюз. Вау! Gut gemacht, говорят немцы. Отлично просто. Отлично. Американская база. Армяне хитрые какие. Сразу Евросоюз. Американская база. Наладили отношения с Азербайджаном и с Турцией. Молодцы просто. Так держать, армяне. Молодцы. Да.
А мы воевали с Россией, представьте? Мы воевали, погибали, там нас уничтожались, там под корень нас всех вырезали. А оказывается, вот как нужно, да? Да, да, отлично. Так. Жители Калининграда и жители Дальнего Востока должны радоваться. Они будут намного лучших условиях, чем сейчас. Совершенно верно это. Абсолютно. Россиян освобождают. Освобождают. Да, согласен. Многие армяне говорят, что они Закавказье. Да, Андро. И знаешь, Андро, еще это было очень заметно, когда шел геноцид чеченского народа и преследовали всех кавказцев. Всех. Всем под раздачу, все попадали. И армяне всегда говорят, мы не кавказцы. Нет, нет, нет. Мы не кавказцы. И знаете, к ним было другое отношение на самом деле, чем к грузинам, чем даже осетинам. Было другое отношение. Молодцы, правильно, так держать. Да, армяне, да, хитрые. Сперва использовали Россию, чтобы перебраться из Османии и Персии на Кавказ, Кубань, Ставрополь, Абхазию, Армению, Азербайджан и Грузию. Это было в 19-20 веках. Ну, правильно делали, попользовались Россией и послали ее к чертовой матери. На самом деле. Салам алейкум. Валейк салам, Фирдоус. Валейк салам. Вот такие вот дела, друзья, интересные разворачиваются. У России все плохо, а значит, как говорил Шамиль Басаев, у нас все хорошо. Значит, так, да. Засмотрелся тут на одно видео. Разгоняют митинг. Полезных идиотов. Олег, ради желания, так, это было основное, вы бы хотели получить гражданство США. А с какой целью интересуетесь? Так, да, только их переселение, смешанные населенные пункты с азербайджанцем привели к конфликтам, войнам, этническим стычкам. Так, это про армян было. Как в Москве работалось? Ну, царь Кавказа, говорит царю России, царь Кавказа, человек с ником. Нормально работалось, нормально, не жалуюсь, нормально. С какой целью ты интересуешься? Ты меня так разоблачаешь, да, ты выявляешь, так как тебе? Не, ну в Германии мне работается лучше. Вот я работаю на стройке, в Москве я работал там в суде, там в других органах, как адвокат. А здесь я работаю на стройке.
И вот ты не представляешь, я здесь себя чувствую намного лучше. Хотя в Москве у меня профессия была намного лучше, там более доходная и так далее. Ну вот, такие вот дела. Так что все нормально, я понимаю, ты за меня переживаешь. Но так и положено. За царя России, тебе, холопу, надо переживать. Переживай. Зангезур. США берет в аренду на 100 лет. Экономисты прикинули, через этот коридор можно проходить товары примерно на 150 миллиардов долларов в год. А выгоднее, чем через канал на 50 миллиардов в год. Круто, круто. Расскажи что-нибудь про Ленина. Ленин – это бог русских, бог советских. Он придумал методы по максимальному их умерщвлению советских, российских, русских людей. И за это ему, как фараону, возвели пирамиду на Кровавой Красной площади, рядом с Кремлевским кладбищем. И вот он там покоится. Туда водят его, смотреть его этот трупик, лицезреть водят детишек из школы, со школы. Ну вот так я могу сказать. Да, это человек, который больше всех и убил русских, и сделал так, чтобы русские убивали, ну, русские и другие люди, которые проживают на этой территории, убивали друг друга. И его последователи были не лучше него, а да, может быть, даже и хуже. Вот кто такой Ленин. Да. Приветствую, Лапоть ТВ. Витаю тебя, дорогой Юрий. Как у тебя жизнь? Так. Коммунизм – это какая-то религия. Да, абсолютно. Абсолютно. Это была новая религия. Вот они создали свою новую советскую религию. И вот Ленин их был богом. Лена, добрый день, приветствую. Живут под обстрелом. Живут, да, Юрий, к сожалению, Украина находится на передовой. Пыня до сих пор скрывается где-то со своим чемоданом. Вот вообще веселые. Да, Пыня сейчас залег на дно, заполз под корягу. Так, чертовка, вау, приветствую тебя. Спасибо, чертовка. Спасибо за подарок. Спасибо. Красавица. Приветствую тебя. На какой передовой идет забой славян? Из же руками во славу синагоги и нечисти, говорит, Листья ТВ. Листья ТВ, ты так достал, постоянно приходишь, ждешь бана от меня. Вот ты достал уже, да, своими вот этими безграмотными там текстами, комментариями, которые ты тут пишешь. Знаешь, что я тебе скажу? Во славу синагоги ты говоришь, да? Ты хочешь сказать, что подавляющее большинство россиян, лично Путин, Патрушев, вся вот эта КГБшно-ФСБшная сфора, вся банд-армия России, они все иудеи, да? Они напали
на братскую, они просто, русские не хотели этого, понимаете, их просто взяли вот эти раввины, злые, с большими носами, как на карикатурах вы рисуете, взяли вас за шкирку и повели напротив украинцев, да? А вы не хотели, в вашей парадной форме, в ваших танках не было, причем вы были даже не на танках. Вас туда насильно засадили эти ненавистные синагоги, да? Вы абсолютно аморальные, абсолютно бесстыжие просто, понимаете? Вам абсолютно без разницы, что, говорит, вы уже, сколько уже, 11 лет на территории Украины воюете, называя ее братской. Вы отжали, да, если использовать этот термин, аннексировали, если юридически грамотно это сказать, Крым, части Луганска и Донецка. Все это у вас прошло почти без сучка и задоринки, понимаете? И вы их присоединили, вы в свою конституцию вписали. Причем здесь синагога, причем здесь евреи? А? Абсолютно. У евреев самая большая страна в мире. Они захватывали все, весь мир вокруг, да? Они до Курил дошли, до Сибири, до Дальнего Востока дошли, да? Может, это вы устраивали геноциды? Может, вы делали так, что некоторые народы исчезли вообще, а некоторые находятся на грани исчезновения? Вы просто и аморальные имперцы, фашисты самые настоящие. И когда вам дали в нос, вы начали говорить, так это же наши братья-славяне. Понимаете? А если в нос не дали бы? Так вот, у этих братьев-славян, как и сейчас вы, в принципе, продолжаете это делать, вы бы их расстреливали бы, вешали бы, разрезали бы на куски. Вы все, что с нами, с чеченцами делали, вы с ними будете делать, если вы их победите. Только одна загвоздка, вы их никогда не победите. Закончилась Лафадио. Так. Антисемит зашел толдычит, что злые евреи развязали войну между славянами, чтобы в Украине какой-то новый Израиль построить. Да, старый Клайд. Дело в том, что самая большая распространенная фишка, миф, был о том, что евреи на Кавказе должны построить. Я как кавказец и чеченец, особенно тот, кто был противником, врагом России, могу сказать, что вот везде, со всех просто щелей мы слышали, что евреи хотят построить здесь там новый Израиль. Там у них все плохо. Оказывается, у них там все плохо. Мне кажется, у Хамас, Хизбаллы, и Ирана и всех остальных все плохо, а не у Израиля. Но нам рассказывали, что все плохо у Израиля, вот-вот их там сейчас все побьют, и они будут бежать, и они должны прибежать на Кавказ. Понимаете? На Кавказ они должны. И вот давайте зададимся просто логике, просто придадимся логике. В 1947 году образовался, да, Израиль, в 1948 году образовался Израиль. Обратите внимание. В 1944 году главные возмутители Кавказа, то есть коренные жители этого Кавказа, чеченцы, ингуши и некоторые тюркские народы, которые там проживали, были полностью депортированы с территории. И Кавказ освободился, а у евреев еще нет государства. Понимаете? Им нужно ехать в Израиль, в Сион, воевать с арабами, выкупать у арабов что-то, там, с ними ругаться, с ними конфликтовать. Когда Кавказ свободен в 1944 году, уже нету никого. Все, занимайте Кавказ, ведь все же принадлежит евреям на этой земле, особенно в Советском Союзе. И Сталин был евреем, и все НКВДшники были евреи. Русских там не было. Там были 2 грузина и все евреи. Правильно же? Логика же такая же получается.
И вот вместо того, чтобы на своей советской территории, освобожденном от больших плохих чеченцев и ингушей и всех других народов Кавказа, евреи с какого-то перепуга едут в Израиль строить себе это свое государство. Палестину едут туда строить свой Израиль. Представьте себе. И вот это на каждом конфликте, в каждом случае всегда рассказывают, что вот евреи должны прийти и там сделать новый Иерусалим. Зачем им строить, если у них есть великий Израиль? Зачем им строить в Украине, на Кавказе, еще где-то? Нет, им нет необходимости. И то, что на 1944 году всех чеченцев, ингушей и многих других выслали, убили, уничтожили под видом депортации, развеивает все мифы о том, что Израиль, евреи где-то хотят построить государство. Они хотят построить там, где они его построили, на той земле, которая дарована им Богом. Понимаете, как всем народам, кому она дарована, вот так же она им дарована. Более того, их земля указана и в Коране, и в Торе, не знаю, и, по-моему, в Библии тоже. Понимаете? Поэтому это все развеивается вот 2 секунды. Понимаете? 2 секунды. Конечно, можешь придумывать все, что угодно. Про нас, про чеченцев, когда для Израиля на Кавказе мы освободили землю, да, вернее, русские и грузины снова оказались обманутыми, русские в первую очередь, и грузин Сталин был обманут, и он для евреев освободил эту землю. Понимаете? Он не для Великого Советского Союза, для построения коммунизма, а для Израиля освободил. И когда чеченцы приехали, вот место, где они должны были остаться, там Казахстан, Средняя Азия, навсегда, вечное, обращаю внимание, евреи тоже слышали, как те все, кто жил в то время, в 44-45 годах, они тоже слышали, что на вечную ссылку чеченцев отправили. Все наименования, улицы, населенные пункты, речки, мосты, все что угодно в Чеченской Республике было переименовано не на иврит, к сожалению, на русский язык. Тутовка, например, Тутовка назывался Катырюрт, например. Или Тутаковка, или Тутовка. Ну, вот такие вот названия. Чисто еврейские названия придумали русские, чтобы порадовать евреев. И когда чеченцы приезжали туда, в Среднюю Азию, Сибирь и туда и так далее, чеченцы, которые умирали с голоду, от холода, от болезней, от тифа, от всего остального, от голода возникающие болезни, они не видели у казахов и у местных детей. И чеченцы, умирающие сами от голода, холода и всего остального, болезней, они жалели этих людей. Говорили, какие бедные люди, у них нет детей. Оказывается, тем, кто местным, сказали, к вам везут чеченцев, которые едят детей. А чеченцы, дураки, не догадались, что они едят детей, и жалели вот этих людей, у которых не было детей. Но чеченцы не знали, что они едят детей. Понимаете? Просто им не сказали об этом. И они думали, почему нет детей? Оказывается, все прятали детей. Вот так распускаются слухи и про евреев, и про всех остальных. Что эти едят людей, едят это, едят то. Ну и так далее, и так далее. Вот такие вот дела, друзья. Пойдемте дальше по комментариям. Так. Листья ТВ, или как тебя там. Напиши славянин через А. Пиши. Славянин. Слава. Славянин. Понимаешь? Не словянин. Понимаешь? Ты просто безграмотный человек. Не пиши мне, пожалуйста. Меня раздражают очень безграмотные.
евреев также клеветали, мол, кровь детей пьют. Да, конечно, и продолжают клеветать. И я удивляюсь, знаешь, не с того, что на них клевещут. Я просто знаю, с кем мы имеем дело, и они всегда будут клеветать. И на нас, и на них, и на всех остальных. Я удивляюсь чеченцев, которые сами переживают вот эти инсинуации, эту ложь, такую 10-тонную ложь, которую на них льют. И они, когда про евреев говорят, да, 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 конечно, и начинают в это верить. Ну, а в основном это, конечно, очень недалекие люди, необразованные люди. Необразованные. Я бы даже сказал, очень необразованные. Но или им как бы просто заходит эта пропаганда за милую душу. Как-то так, да. Ну, слава богу, таких немного. Так, давайте дальше. У них нет логики. Да, Ян, никакой логики, это точно. Отсутствие напрочь логического мышления. Как вы объясните ненависть чеченцев к евреям? Марк Матаев. Наверное, вы еврей, да, раз такой вопрос задаете? Но я много раз отвечал на этот вопрос. Во-первых, ненависти у чеченцев к евреям нет. Это во-первых. Во-вторых, идет массированная пропаганда против евреев. И знаете, многие предпочитают вместо того, чтобы ругать русских, сказать, что за этим стоят евреи. Ведь над чеченцами совершили геноцид, и кто-то же его совершил, правильно? И нужно ответить, назвать, ответить на этот вопрос, назвать имена, ну или хотя бы направление убийцы, преступников. И если ты говоришь русский, то ты сразу русофоб, что ты враг России, тебя преследуют, тебя сажают и так далее. И тебе русские же пропаганда подбрасывает, что главный враг это евреи. Знаете, у нас еще главный враг не только евреи, еще и Кадыров главный враг. Понимаете? Самый главный враг представляет Россия, которая убила более 250 тысяч граждан Чеченской республики Ичкерия, считают Кадырова, да, который хороший, верный раб России, но при всем при этом 250 тысяч он не убивал. Их убивала Россия, русские убивали, понимаете, русские. Россия убивала, ФСБ убивала непосредственно. И чеченцы, которые предпочитают, знаете, как, когда вас может ужалить из какой-нибудь норы змея, например, вы эту нору будете обходить просто автоматически, не задумываясь. Вот точно так же автоматически люди обходят вот этот вопрос, что русские виноваты, Россия, ФСБ виновата. Говорят евреи, ну хорошо, тогда евреи. Кто-то же это сделал. А евреи, они на телевидении есть, там Путин с ними в хороших отношениях, ну все складывается. Ну с таким же успехом, конечно, можно и дагестанцев назвать. И вообще все другие народы, я же украинцев можно назвать, которые тоже есть в российской власти и так далее. Но почему-то вот российская пропаганда, КГБшная пропаганда, она предпочитает именно антисемитизм делать, потому что она друг с арабами. Помните, война вообще начиналась, когда она называлась арабско-израильский конфликт или арабско-еврейская война, там, вот так это называлось. Потом она стала мусульманской там, и так далее. Раньше они были коммунистами все. И все это просто трансформируется, но неизменным остается то, что евреи враги. И антисемитизм на России имеет такие глубинные корни. И арабы союзники русских. Поэтому удобно очень на евреев все спихивать. Это одна из причин, когда вы, чтобы для своей безопасности не называете своих убийц убийцами, а называете тех, кому вас этот убийца указывает, на кого указывает.
Затем, конечно же, это все обволакивается в мощную такую пропаганду. И это, знаете, есть такое пазловое программирование. Я сейчас изучаю этот вопрос, на самом деле, не только этот, еще я изучаю транснациональное репрессивное преследование, которое подвергаюсь я и моя семья, мои участники нашей правозащитной ассоциации и так далее. И многие вещи уже как бы по-новому обучаюсь. Так вот, есть вот это пазловое программирование, когда вам закладывают, это очень такие уже на высоких, на высоком уровне, на высокой планке Россия, уже КГБ, ФСБ достигается вот этого программирования, внедрения вам какой-нибудь мысли. Как это происходит? Например, вам нужно внедрить, что вы там ненавидите чеченцев. Вот это тоже в России очень распространено. Русские ненавидят чеченцев. И над ними тоже ведется эта работа по вот этому программированию, пазловому программированию. В том числе. И эту программу можно ввести против одной личности, например. Также можно против большой группы людей вести эту программу по зомбированию людей. И пазловое программирование происходит следующим образом. Например, вас нужно убедить в том, что чеченцы это зло. Что вот чеченцы это едят детей, плохие там и так далее. В этом случае вам не говорят прямо, что чеченцы зло. Вам из разных, на первый взгляд, кажущихся независимые друг от друга источники, вам закладывают программу о чем-то связанном с чеченцами. В итоге вы приходите, вот эта информация из 3, 4, 5, 10 источников информации, вам приходит информация, в которой вы должны прийти к выводу, что чеченцы зло. Если я вам прямо скажу, что чеченцы зло, вы можете не поверить мне, вы можете усомниться. А потом, когда какой-нибудь там вам чеченец попадется, и вы убедитесь, что он не абсолютное зло, вы быстро отбросите мою мысль, потому что это не ваша мысль, а моя, чужого человека, постороннего человека. Но если эта мысль будет ваша, вы сами к ней пришли, вот в таком случае вас уже практически невозможно будет переубедить, отказаться от этой мысли. Вот таким вот пазловым программированием на протяжении огромного количества времени, десятков лет, весь советский период, советский период, и сейчас какое-то время при Путине в начале про евреев плохо не говорили, ну, как бы такой, можно сказать, зеленый был у евреев. А потом вот все сейчас опять все вернулось на круги своя, и вот истинное, глубинное нутро, оно снова начинает проявляться. И вот таким образом проводится зомбирование против чечен. И обратите внимание, ну и плюс ко всему к этой пропаганде, плюс по постгеноцидному состоянию чеченского народа, который понимает, что кто-то ему нанес это зло, эту трагедию, но называть своих убийц он не может, потому что это еще опаснее, и не только для его окружающих, для его семьи, для его родственников. Вот как они на нас оказывают давление. Вот такие вот вещи, которые происходят над чеченцами, они очень хорошо иллюстрируют, как это можно сделать по отношению к другим людям. Плюс чеченцы враги России, враги ФСБ, даже как бы им там не служили эти подколотные, что бы они ни делали, они враги, они это не понимают. И русские никогда от нас не отстанут, пока полностью нас не уничтожат, как этнос, как культуру. Чтобы нас не... Потому что если нас не уничтожить полностью, то мы будем с них требовать ответа за те преступления, которые они совершили. Поэтому они кровно заинтересованы, чтобы нас не осталось, чтобы мы стали Иванами, не помнящего родства, и так далее, и так далее, и так далее. И вот они занимаются вот этой пропагандой, и мы, как народ, которого российские спецслужбы больше всего вложили в агентуру,
больше всего вложили и которых не жалко, соответственно, нас нужно уничтожать. Мы инструмент в руках фашистской России, ФСБ. И они вот таким вот образом, выставляя нас антисемитами, отказывают нам в праве на нашу государственный суверенитет, так как антисемитизм, как известно в мире, это не очень правильно, да, как любая форма фашизма, в цивилизованном мире я имею в виду. И, соответственно, таким вот образом делается так, чтобы мы не имели союзников, не имели возможности стать субъектными в международном смысле, чтобы, соответственно, мы не потребовали восстановления справедливости в отношении нас, которое совершила фашистская Россия. Поэтому мы, как чеченцы, находимся на острие, полностью в их лаборатории по экспериментам. И вот, в принципе, вот, может быть, в бумажном виде я это лучше изложу, но, наверное, надо будет это тоже изложить. Ну вот, о чем я думал, вот я вам попробовал высказаться. Почему вы видите, и самое главное, 95% вот всех, кого вы здесь видите, кто пишет там антисемитские вещи, это в основном тролли. Все тролли, которые работают на русню. Понимаете? Вот они вроде бы защитники мусульман, у них ники там арабской вязью, там такие самые супер-пупер они. Но они работают, они в каждом отделе полиции во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, они есть вот эти фабрики троллей или представители этих троллей. Есть фабрики троллей в Адыгее, это по Кавказу они там работают. Ну, Яблоновского есть, какой там еще, Перекатный есть районы, поселки. Вот там находятся фабрики троллей, где усиленно, массово они нас закидывают антисемитскими, ну и античеченскими, исламофобскими, ну, какими им нужно, вот такими нарративами они нас бомбардируют, так сказать. Вот как-то так. Так. Так, Листья, ты пошел за русским кораблем на 3 буквы. То есть на дно. Я немного изучал чеченские народы и исторические факты. Могу сказать то, что я думаю, корень культуры на Кавказе идет от чеченцев. Да, к сожалению, я с тобой согласен. Это наши проблемы. И поэтому мы не нужны на Кавказе. Ни туркам мы не нужны там, ни русским, ни персам мы там не нужны. Понимаете? Вот в чем вопрос. И поэтому я рад, что американцы приходят на Кавказ. Я радовался, что они в Грузию приходят. Но что-то так они не дошли. Вы, точнее, не так до конца не дошли до Грузии. Сейчас в Армении, ну, тоже хорошо. Но опять же, Армения всегда была пророссийской. А значит, это связи, это агентура, это КГБ и так далее. И это может еще долго продолжаться в какой-то степени. Влияние России через армян, например. Не знаю, насколько все вычистится. Да, да, совершенно верно. И именно это наша, наверное, беда. Так.
Спасибо за ответ. Я несколько раз общался с потомками выселенных из Ауховского района. Они утверждают, что Сталин их выселил по просьбе евреев. А то, что в их домах проживают аварцы и лакцы. Да, вот как раз об этом я и говорил, Марк. Вот в их домах проживают аварцы и лакцы, они не любят евреев, потому что Сталин им так сказал. Вот. А Сталин сам был грузином. Выселяли НКВДшники русские. Все другие народы были на фронте, а русские НКВДшники были специально вызволены для этого. И да, это вот такая вот, я вот как раз занимаюсь просвещением. Очень тяжело, я вам скажу, потому что набрасывается вот эта вся, ну, во-первых, агентура набрасывается, потому что вообще для чеченец и евреи это как бы должны быть враги. Вот в их понимании мы должны быть врагами. Я бы согласен с кем угодно враждовать, без проблем. Но дайте мне основу, я говорю. Давайте вы мне докажите, что вот они наши враги. Ну, для чеченцев я имею в виду. Вот давайте докажите, все, готов, я согласен. Я им вот в эфирах, стримах говорю, давайте, вы мне докажите, я на вашу сторону перейду. Но пока не нашелся никто, кто мог бы мне это доказать. Потому что этого просто в природе не существует вражды между евреями и чеченцами. Евреи жили больше 500 лет на Кавказе. В частности, во время, ну, в Чеченской республике, в Чечении жили. Вот за все это время у нас не было никаких погромов, никаких войн, никаких там резни, убийств. Наоборот, получилось так, что евреи и чеченцы так спелись, что русским это не нравилось. Колонистам, русским, которые занимали первые места в Чеченской республике после возвращения или до возвращения, после возвращения нас из Сибири, из Казахстана, Средней Азии, фактически русские и армяне занимали, русские и украинцы, и армяне там с ним шли. И на втором, третьем месте там были евреи-ингуши и да, далеко там сзади чеченцы шли у себя на своей родине, в своей столице, там все такое. И чеченцы с евреями спелись по какой-то причине. Если известный, самый известный еврей Канкалик, ректор нефтяного университета, который был похищен, а затем убит российскими спецслужбами. Вот самый известный случай, который стал, его заместитель Беслан в момент его похищения заступился за него, оказал сопротивление и был убит похитителями. И вот реальное положение чеченцев и евреев в Грозном, Чеченской республике. Вот так мы жили. Вот как на примере Канкалика и вот Беслана, которого убили. Я фамилию Беслана забыл. Но его убили в момент, когда они уходили из университета, из института. Их пытались похитить. И вот этот Беслан оказывал сопротивление, был застрелен. Вот какое у нас было отношение к евреям. Поэтому вот эта вся пропаганда, которая навязывается, она имеет искусственные корни, и мне приходится ее разоблачать. Кроме вот этих пропагандистов, есть полезные идиоты. Это самая трудная часть, с которой приходится работать. Потому что ты понимаешь, что они просто заблуждаются, они не враги, они не предатели, и тебе хочется им объяснить, а чем больше ты им пытаешься объяснить, тем им кажется, что ты перед ними оправдываешься, что ты там заступаешься за деньги, там Моссада, работаешь на Моссад, еще что-то, потому что некоторые просто отмороженные. Но это маленький процент. Я знаю одного такого только вот, напрочь отмороженного, который никакие аргументы не слушает. Он живет в Берлине, старый хрыч, который скоро сдохнет. И я надеюсь, что на этом вопрос закончится с ним одним единственным. Поэтому других я не знаю таких отпетых, отмороженных там антисемитов среди чеченцев. Я специально проводил опросник, спрашивал у людей, спрашивал, интересовался, почему вы ненавидите евреев. Все на меня смотрели, говорили, что ты такое говоришь, что нам евреи сделали. Нет этого, просто нет, от слова совсем, понимаете? Это очень много ведется провокаций в интернете на эту тему. Так, давайте дальше.
Но придется общаться, придется разоблачать, придется объяснять людям, потому что каждый раз вот в начале, когда я вот начал говорить, начали сперва говорить про иудеев. Вот иудеи, яхуды, плохие яхуды, там, вот это я слышал. Для меня это было вообще откровением. Как это яхуды плохие, если Моисей был самым любимым пророком у Мухаммада, мир им всем. Понимаете, Муса, пророк, был самым упоминаемым, он является самым упоминаемым пророком в Коране. Про Израиль, про землю обетованную, про сынов Израиля сказано в Коране, что это их земля. Вот вся эта история написана в Коране, прям прямым, белым по черному, черным по белому, там прям все это указано. И я сразу возмутился, я говорю, ребят, вы что тут говорите про иудеев? Иудеи, если вы про религиозную составляющую, то это вообще все, это отмерло. И в чеченском теперь вот этом информационном пространстве мы не слышим про иудеев, потому что слишком там тяжело евреев всех. Начали говорить про сионистов. Сионисты плохие, сионисты. Этих сионистов, я не знаю, миллион просто по разновидности. Там, от демократов до там консерваторов, да, огромное, вы сами это знаете, тот, кто принадлежит еврейскому этносу. И начал это объяснять, и вот потихоньку начали понимать, что Сион это ничего плохого в этом нет, это национально-освободительное движение евреев, они хотят строить свое государство, а арабы вместе с русскими ни Израилю, ни Ичкерии не дают его строить. Где я не прав? Если я не прав, объясните, я согласен. Но я изучаю вопрос и пытаюсь быть всегда непредвзятым. Потому что мне важно, чтобы справедливость была в отношении любого вопроса. И мне важно, чтобы чеченцы, мы такой народ очень требовательный. Очень требовательный. И если где-то будет фальшь, где-то будет обман, это отторгнет сразу же. Не отторгает, как мы видим. Вся российская агентура отторглась от меня, а нормальные чеченцы меня, хоть и открыто пока не поддерживают, но очень сильно поддерживают. Очень сильно. И я очень даже бываю удивлен, насколько эта поддержка скрытно идет ко мне. Пойдемте дальше, друзья. Ну вот видите, я начал говорить, и вся российская агентура выползла. Вот выползла. Вот смотрите, Сабур 95. Сабур 95. 95, мы видим, что это клеймо русского раба, которому русские дали. Вот он себе его поставил. И там же Сабур. Сабур это обычно чеченцы не говорят. Сабар говорят, собор говорят чеченцы. Это Беслан являлся химик-ядерщик. Да, Ру, я не знаю просто. Я помню вот эту историю, и она в голове запечатлила. Вот нас пытаются разделить, а еврей и чеченец, которые оба погибли от российских спецслужб, показали на примере, как они друг друга, кто они были друг другу. Вот вам пример про Канкалика и про Беслана. Напишите фамилию Беслана, если помните. Мало делаешь работу, Аслан. Сами евреи должны над этим работать. Знаете, я, наверное, да, я делаю, наверное, мало того, что следовало бы делать. Но, знаете, чеченцы, я всегда люблю это повторять, чеченцы, в отличие от русских, их не нужно вести. Нам не нужен лидер. Мы каждый чеченец генерал, каждый чеченец герой, как говорил Джохар Дудаев. Поэтому их не нужно вести там, вперед. Там. Нужно показать дорогу чеченцу. Сказать, смотри, вот так, если ты что-то не знаешь, вот здесь вот так, вот так, вот так. И если ему объяснить,
Как чеченец эту дорогу, наверное, никто не пройдет. Он будет зубами грызть ее, но он пройдет ее так, как ее считает верным, как он в это поверил. И это важно. Важно объяснить, что не являются евреи нам врагами. Они являются врагами тех, кто не дает им права создать свое государство. Да, они, вот эти их враги, часть из них мусульмане. И не все, кстати говоря. Евреев и христиане не любят, и другие не любят. Много кто никто не любит. Но эти мусульмане, которые не любят евреев, которые не дают, не хотели бы им дать право на существование, на свое государство, они являются ближайшими союзниками уже последние 100 лет фашистской, КГБшной вот этой советской России, сегодняшней так называемой демократической, в том числе России. Понимаете? И если мы поддерживаем Хамас, Хизбаллу, там разных других там террористов и преступников, то почему не поддерживаете тогда Кадырова? Он же тоже мусульманин, тоже он в мечеть ходит, там еще что-то делает. Так поддерживайте его. А чаще всего все эти антисемиты, они пророссийские. Понимаете? Вот в чем проблема. Да. Привет вам из Баку. Приветствую, Юрий. Баку приветствую. Боря, я, к сожалению, не могу прочитать на иврите. Именно поэтому фашистская Российская Федерация веками пытается истребить чеченский народ. Ничего у них не выйдет. Фашистская Российская Федерация осталось немного. Спасайся из ФРФ, кто может. Дай Бог, Эд, дай Бог. Твои слова да Богу в уши, как говорится. Так, давайте почитаем еще ваши комментарии. Чеченцы на своей стороне, и евреи ничего плохого чеченцам не сделали. Абсолютно так, абсолютно. Каждый сам за себя в этом мире, конечно же. Но если исходить из реального положения вещей, то евреи чеченцам лично ничего не сделали. Ни один еврейский генерал не отдавал приказ бомбить город Грозный. Концлагеря, где пытали людей, убивали, евреи не возглавляли, непосредственно сами не пытали. Ну, где-то был пропагандист, был еврей, там, где-то какой-то чиновник был евреем. Да где их нету? А где чеченцев нету? Например, тот же, как его, ну, если он чеченец, конечно, как его, Дудаев у него фамилия, как его, забыл, короче говоря, эту фамилию. Ну, неважно, сколько чеченоговорящих, которые служат Русне. Опричник Грозного. Смотрите, этот человек не удосужился, это тролль, конечно, это российский агент, это мент, который сидит у себя где-то в отделе и пишет вот этот комментарий. И у него ник опричник Грозного. Понимаете? Кадырова называют опричником и опричниной Ивана Грозного. Это кадыровец. Вот он себе взял такой ник. Это мент, стопроцентный галимый мент, российский подхолопник. Вот он пишет, по определению, если чечен мусульманин, должен ненавидеть евреев. Вот вам характерный просто, он просто тупой, просто он неграмотный. По написанию видно, что он, и вот он выдает себя как опричник Грозного, Ивана Грозного. Типа он подхолопник, он раб холопа. Понимаете? И вот его определение, вот о чем я как раз вам и говорил, о том, что их задача
вот этой пропагандой настроить чеченцев против евреев. И вот их понимание. По определению, если чечен, причем он чеченцев чеченами называет, мусульманин должен ненавидеть евреев. Скорее всего, он и не чечен, вот этот чертила, он обычный какой-нибудь наш соседский подхолопник. Наверное, так, да. Может, русский. Так, ну вам пример просто. Вы можете на моем канале все это сами увидеть своими глазами. Русские все время стараются, чтобы чеченцы не получали качественное образование. Да. Вот, я чеченец, мусульманин и уважаю евреев, говорит. Абсолютно с тобой согласен. Да, его звали Абдулхамид. Нет, не про это. Его звали, Беслан его звали. Нет, его не про это. Абдулхамид Беслиев. По-моему, нет. Сейчас я вам скажу, если мы обсуждаем. Да, его звали, его фамилия была Беслиев. Я ошибся. Вы правы. Ректор Грозненского нефтяного института Чечено-Ингушского государственного университета в Грозном был похищен и зверски убит. Беслиев, вероятно, проректор, был убит, пытаясь спасти Канкалика. По данным источника, он предпринял попытку вызволить похищенного ректора, но это закончилось его собственной гибелью. Это событие также связано с Грозным и, вероятно, произошло в период активных военных действий или поствоенного хаоса в Чечне. Но это немножко уже другое. Валейкум салам. Валейкум салам. Ну, я не знаю, о чем ты говоришь. Халбой, нахцаник, элкуасхерт. Я просто нужно конкретно говорить. Например, Джохар Дудаев сам погиб. Халвальвай, народно избранный президент был. Все остальное, это там вот сейчас Кадыров, это не народный, как понимаешь, это российский агент. Он погиб, например. Многие погибли из его окружения, из его родственников и так далее. Поэтому конкретно нужно сказать, кто хочет нас. Нет, это не так. Нельзя согласиться с тем, что вахалбойлаш хотят нас келкис. Поэтому нужно более детально обсуждать вопрос.
Спасибо, Ноуэлзи. Хорошо, договорились. Ну, меня слушать опасно, да. Меня слушать, подписываться, комментарии писать опасно, понимаете? Опасно. Наш канал постоянно блокирует. Я сам объявлен иноагентом, экстремистом, возглавляю экстремистскую организацию, несмотря на абсолютно мирный характер нашей правозащитной деятельности. Как-то так. Мы уважаем чеченцев. Приедьте к нам, у нас есть люди из Нальчика, да и горские евреи. Спросите их, как им в Израиле. Владимир, спасибо большое. Спасибо. И знаете, и у нас на Кавказе, в частности, в Чеченской Республике Ичкерия, вам тоже рады. Приезжайте. Приезжайте, ну, после деоккупации, соответственно, конечно же. Сейчас нас вы там не найдете точно. Поэтому давайте, приезжайте, будем, как говорится. У меня уже есть один друг, который собирается сейчас на пенсию. И вот он собирается пенсию прожить в Чечне, в Чечении, в Ичкерии. Вот мы ждем его пенсии и деоккупации Ичкерии. Так, он еврей, он с Америки. Так, здесь... Так. Ассаламу алейкум из Казахстана. Алейкум ассалам. У нас многие из Чечни и Украину, несмотря на то, что правительство держит нейтралитет, запрещает символику Z, но сотрудничает с РФ, ибо боятся войны. Да. И я хочу в Ичкерию, говорит. Бабанятка, все, вы тоже можете. Вообще, после деоккупации мы обязательно соберемся. Я вас всех позову. Обязательно соберемся в Ичкерии. Видите, завербовал белоруску, завербовал евреев американского, уже одного завербовал, даже двоих завербовал. Все, у нас уже 3 человека, ну есть больше, я сейчас всех не буду, которые готовы переехать жить у нас. Отлично. Но я в хорошем смысле завербовал, если что, то потом скажут, вырезут, скажут, да, вербовщик. Тогда и я приеду. Ян, с удовольствием, конечно, как же без тебя, Ян? Обязательно. Ты же тоже с Беларуси, да? Отлично. Еврей из Беларуси, я все помню. Евреи и чеченцы должны забрать Россию. Кстати, это очень хорошая мысль, я тебе скажу, Ру. Но дело в том, что и российские евреи, они вот за эти годы войны очень отдалились от нас. До этого там были нормальные евреи, а эти отдалились. И они были полностью прорусские. Вот эти нынешние, которые там. Поэтому очень трудно будет найти нам еврея, который не связан с КГБ и который относится к нам хорошо на России. Ну а так, да, нужно, очень даже нужно, да. Потому что 70-80 лет, то, что над Израилем творили вот эти арабы, вот эти все вокруг, то, что лежит, это при помощи русских все делалось. Поэтому евреям русские должны на 80, на 70, на 80 лет то, что они им наносили вред, там, террор и все остальное. Соответственно, нам они должны около $1 триллиона.
Поэтому, да, нам есть что забирать, Део. Так что вот такие вот дела. И я приеду в свободную Ичкерию в гости. Я вот с удовольствием. Всех вас жду, друзья. Всех. Здравствуйте. Здравствуйте. Зен Ризм. Зен Ризм. Так. Ну, я неправильно прочитал ваш, наверное, ник. Евреи из Израиля и чеченцы должны забрать Россию. Вот ты исправился. Да-да-да, кстати, евреи живут и в Азербайджане, не знаю, в Армении живут они или нет, в Дагестане живут, у нас живут евреи, жили, по крайней мере, сейчас там, наверное, почти нет никого. В Америке живут, в Европе живут, в Германии живут. Так-то евреев много, где можно взять, которые будут нам не врагами, которые не будут нас люто ненавидеть, там, как какие-нибудь российские евреи. У евреев и чеченцев ДНК общая. Евреи и чеченцы спасут русских. Да. Ру. Ты начал уже заходить с другой стороны. Спасут русских. Ну, правильно. Кто-то же должен им свободу дать. После освобождения Ичкерии я приеду в гости. Может, найду своих сослуживцев. Дембель 85-87. Да сейчас тем более, сейчас социальные сети очень легко найти, я думаю. Конечно, всем ждем, друзья. В Грозном, ныне город Джохар, будет самая красивая на Кавказе синагога. Вот вы увидите. Зуб даю. Вот этот. Увидите. Так. Хороший у тебя видео, стримы. Сегодня ответ написал. Очень ждал хоть какой-то ответ. Не знаю, о чем ты говоришь. Где ты писал? И о чем писал? Так, русских не спасти, они откусят руку кормящего, говорит. Да мы знаем, как их кормить, если что, да. Это правда, что при всех этих режимах империи Савкаирая больше всего пострадали, умерли именно русские. Но было бы с моей стороны нечестно, если бы я сказал бы, что это не так. Да, это так. В основном, ну, русских больше всего, погибших, репрессированных были русские, да, это правда. Но если брать в процентном соотношении, есть народы, которые вообще закончились. Русских 50% сидели, 50% охраняли. Да, эти же русские же все делали над русскими в том числе. Даже считалось как-то не очень. Вот сейчас посмотрите, вот Кадырову можно убивать любого чеченца, а русского, если убить или там побить его, какой вой поднимается. Да мы даже не слышали, чтобы они какого-то русского убили. Там где-то там они в троллейбусе там на какого-то водителя напали, там еще что-то побили, вот это вот такой ухай поднимается. Каждый день чеченцы убивают, даже об этом никто не вспоминает. Поэтому русские в процентном соотношении миллионы были истреблены, репрессированы и так далее. Это правда, это правда. И вот самая большая проблема, то, что вот над ними творили не меньшее зло, чем над другими, но они почему-то согласились с этим. Согласились, как и некоторые другие народы, проживающие в России, которые также подвергались репрессиям. Да, к сожалению, да.
Ну, некоторые народы в процентном соотношении вообще закончились просто. Чеченцев почти на ноль, чеченцев, ингушей почти на ноль сводили. Чудом, только упорством чеченцев снова восстанавливались. Но это правда, да, русские пострадали больше в количественном отношении, на мой взгляд, да. К примеру, президента Керимова, президента Туркменбаши держали долго в холодильнике, пока не нашли кремлевского преемника. Ну, может быть, может быть. Кстати, мусульмане могут молиться в синагоге. Ну, мусульманину можно и в церкви молиться. Никто не мешает. Исламу это никак не запрещает. Имеется в виду делать намаз. Если негде больше, полный вперед. Да, Аптишка отчитывает чеченцев в сторону русских, слова плохого сказать боится. Да, сейчас, кстати говоря, у Апты Алаудинова появилась новая амплуа, он защитник чеченцев. Он теперь защищает чеченцев. Теперь он вам от этого там есть такой Максим Дивнич или Давнич, которые сейчас они такой спектакль устроили. Там он защищает чеченцев, защищает всех мусульман. Дивнич, представьте себе, мы-то прекрасно знаем, они чужое имя без команды сверху не произносят. А тут один ролик за одним роликом, один ролик за одним. Тот отвечает, этот отвечает. И такие все вежливые, петухами, кем они там еще там, чертями, чмошниками не называют. Чеченца называют, а Дивнича не называют. И вот такая вот игра. Ты же там поляк, ты же там ты там, оказывается, не поляк, или кто-то другой. И вот это все спектакли, которые там блогер Алаудинов, которому там дали звание генерала и дали, должность командира какого-то там, вот рассказывает. Всегда в чистом, никогда под окопами, под бомбами не бывает. Но вот сейчас они заступники чеченцев. Но я думаю, что у него ничего не получится. Слишком много сделано, как говорится. Чеченцы фальшь не любят. Так что вам нужно было, когда нужно было чеченцам, помощь нужна, тогда нужно было быть за чеченцев. А сейчас все, что вы делаете в угоду России. Ты знаешь достойных русских людей, хоть кого-то? Я знаю таких русских, но я их имена произносить. Да, воевать некогда. Алаудину, в интернете сидеть надо. Да. Птишка напротив отчитывал этого чеченца. Да он его сходу чертом назвал. Все, это черт там. Сразу он обозначил, что Апти-то он русский офицер, русский генерал, он сам же говорит. Ну, как бы он ни делал, вот смотрите, что самое интересное, насколько вот русский генерал, там все там служит России, отец погиб, говорит, брат погиб, еще там у него куча людей погибло за то, чтобы за власть и деньги. Не за чеченский народ они гибли. За чеченский народ, если они гибли, они были за другую сторону. Они служили за Россию. Как он говорит, мы служим России и так далее, и так далее. За деньги, за то, что им Россия дает должности и деньги. Вот за что погибают они. И есть такой Евгений Федоров. Вот Евгений депутат, там полковник, по-моему, там в погонный отдел. И вот этот Евгений Федоров прямо всегда он подчеркивает: я никого не призываю воевать идти. Он русский, он депутат, он все остальное. Он говорит, я не призываю. Вот даже если случайно где-то скажет, не, я не призываю, за деньги кто хочет идет. Алаудинов сидит и говорит, нужно миллион мобилизовать, нужно нам уйти, нужно мобилизовать. Он не понимает, что его просто пустят завтра в расход. Но у него другого выбора нет. Вот его отец его ввел вот в эту систему,
которого, как он говорит, убили чеченцы. Хотя я не знаю, кто его убил. Кадырова Ахмада русские убили. Этого тоже могли русские убить. Там, у других русские убивали. Чеченцы обычно не убивали, пытались договориться с ними, да, пытались урезонить их, объяснить им. И вот теперь сидит и призывает, да, давайте воевать, там, давайте там, погибать и так далее. А это же все завтра все вернется. Понимаете? И все вот это колея, в которую они вошли. И ради чего? Ради денег, ради власти, которая им дается. Понимаете? Ради денег. И вот никакой чеченский народ, никакие чеченские там чаяния вообще не волнуют вообще. Только вот бабки, власть, идейную власть, главная должность и так далее. Но, как говорится, за все придется отвечать каждому. 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 Да, мула. Да, мула. Да, погиб, точно. Наверное, тогда остается какая-то надежда, если есть еще достойные русские люди. Но, к сожалению, в процентном соотношении это крайне мало от толпы, потому русский народ может не спастись. Ну, что значит спастись? А что значит спастись? Всех истреблять, как русские делали над чеченцами, над ними делать никто не будет. А, а, большому сожалению, процент нормальных, не имперцев русских, русские обычные люди, как все. Просто есть у них вот эта фишка имперства, что вот они там должны кого-то там завоевать, и что должны все говорить на русском языке и жить, как они хотят. Вот эта фишка сыграла плохую, злую шутку. Много веков она, несколько веков она делала им честь, какую-то важность, да, даже бомж какой-нибудь считал себя великим русским. Но сейчас приходится платить за все вот эти страдания предыдущих поколений, где русские империалисты завоевывали другие народы. Вот за это все придется платить. Вот сейчас расплата приходится. И вот то, что вначале я перечислял, это Арктика, Курилы, Сахалин, в целом Кёнигсберг, Кавказ, что там еще? Ну, все уходит, все, Якутия уйдет, Бурятия уйдет, Дальний Восток уйдет. Все это будет восстановлено. И русские, какая-то своя русская республика тоже, наверное, должна быть, у русских своя земля должна быть, и там они должны будут сформировать какое-нибудь свое, как сербы переболели вот этим империализмом своим, также и русским придется его переболеть. Будем надеяться. Всего самого хорошего, все будет Ичкерия. Слава Украине, God bless America, Ам Израиль Хай, Адикюэль Маш Оль. Всего хорошего, до свидания, друзья.